началось это не 22 июня, началось это еще в 23 году, 7 октября, когда было совершено нападение на Израиль. И с этого времени Ближний Восток взорвался. С этого времени война в Украине периодически отходила на второй план. Все чаще и чаще мы рассуждали и обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и о том, как события могут развиваться. И в конечном итоге мы пришли к тому, к чему мы пришли сегодня. Мы стоим перед тем, что Ближний Восток может быть очень серьезно и надолго дестабилизирован, и конфликт там может развиваться долгие-долгие годы. И, конечно же, я вспоминаю именно 2003 год, когда Соединенные Штаты Америки входили в Ирак, в Афганистан, в Ирак, когда начиналась война и кампания там. И, конечно, первый и самый главный бенефициар в этой ситуации опять-таки была Россия и Путин. И Путин сделал все, чтобы не допустить мирного разрешения этой ситуации. Вот они подбрасывали информацию о том, что в Ираке находится оружие массового поражения. Они подтрунивали и Блэра, и Буша, и всю эту команду с тем, чтобы они вошли в Ирак. И зачем, почему и как это делалось. Я как сегодня это помню, когда разговор еще стоял о том, что можно было договариваться с Саддамом Хусейном, в это же время Путин посылает тогдашнего Примакова, он направляет его в Ирак, к Саддаму Хусейну, а Волошина, главу своей администрации, он направляет к Бушу. Примаков Саддаму говорит, чтобы он не соглашался на те условия, которые выдвигают Соединенные Штаты Америки, что это будет капитуляция, и Ирак потеряет свое влияние на Ближнем Востоке, и что Россия в данном случае всецело на стороне Ирака, и они не позволят и не допустят. Но не могут открыто об этом сказать, потому что они имеют проблему с Чечней. Война в Чеченской республике, которая находилась в разгаре. И в это время Путин очень серьезно пытался склонить Запад к тому, чтобы они рассматривали войну в Чеченской республике в контексте борьбы с международным терроризмом. И Волошин, который прибыл к Бушу и Блэру в Вашингтон, он начал заверять Буша, если они сегодня не проведут вот эту войсковую операцию по ликвидации химического оружия в Ираке, то они потеряют престиж и статус великой державы. Поэтому Путин всецело на вашей стороне, но ввиду того, что население в России, оно занимает проиракскую позицию, он не может об этом публично сказать. Вот таким образом они втянули Соединенные Штаты Америки в Ирак и в эту войну. И, конечно же, после этого им было легче уже рассматривать ситуацию в Чечне и расправляться с чеченским народом, который восстановил свою государственность. Вот у меня нет никаких сомнений, что именно Россия негативно повлияла на Иран, когда шли вот эти переговоры с Соединенными Штатами Америки, чтобы договориться и решить вопрос дипломатическим путем. Именно Россия и Путин не позволили Ирану сделать это. И вот поэтому сегодня и цены на нефть, и то, как складывается ситуация в мире. Я вчера наблюдал проводил Совет Безопасности ООН, и выступающие, как выступал Небензя, о чем они говорили. Вот сегодняшнее или вчерашнее заявление МИДа, которые просто выражают весь цинизм, да, они продолжают бомбить мирные города Украины, и при этом они осуждают удары, нанесенные по ядерным объектам или по военным объектам Ирана. И еще они упоминают о том, что Соединенные Штаты Америки это вдвойне неприемлемо, так как Соединенные Штаты являются постоянными членами Совета Безопасности. И не может быть никакого оправдания нанесения ударов по суверенной стране. Вот верх цинизма. Вот чего добивался Путин, развязывая вот ситуацию на Ближнем Востоке. Вот насколько
это будет понятно Соединенным Штатам Америки и другим странам, и Европейскому Союзу, страны, которые пытались снова несколько дней назад, встретившись с министром иностранных дел Ирана, проговорить и обсудить вопрос, чтобы переключились на дипломатическую стезю для разрешения вот этих вопросов. Но будем наблюдать. Но пока что, к большому сожалению, на коне Путин и Медведев, и Министерство иностранных дел России. Вот кто сегодня реально пожинает плоды из всего, что складывается на Ближнем Востоке. Глава МИД Ирана находится в Российской Федерации сейчас. Получается, можно ли предположить, что как раз россияне будут убеждать Иран закрыть Ормузский пролив? Вполне возможно, что они будут, но на это я не думаю, что они будут склонять Иран к этому, потому что в этом случае пострадает и Китай, и сам Иран. И поэтому я не рассматриваю, хотя вот такая угроза есть и заявление со стороны Ирана есть, но я не думаю, что они реально пойдут на это. Мне кажется, что и Иран, они осознали и понимают, каким образом сегодня Россия и в частности Путин подставили Иран, постоянно провоцируя их на какие-то агрессивные заявления, декларации относительно и Соединенных Штатов Америки, и выражая непосредственно и явно открытую угрозу существования государства Израиль, тем самым они спровоцировали сегодняшнюю ситуацию. И я думаю, что Иран начинает понимать, что они сегодня подставлены. Как в свое время Путин предал Сирию, он готов предать и Иран. Вот сам вопрос, насколько сегодня политический иммунитет у иранского режима, он реальный, и они могут понимать, что есть угроза угроза дальнейшей эскалации с тем, чтобы сменить режим. Вот это будет катастрофа для Ирана, если начнутся какие-то внутренние волнения в самом Иране. Хотя на этом этапе мы видим только консолидацию общества вокруг этой страны. Но если это будет продолжаться, и Соединенные Штаты Америки, и Израиль будут наносить все больше и больше ударов и по инфраструктуре, и по каким-то не военным объектам, а это не исключено, когда есть бомбардировки, они, ракеты и бомбы, они не всегда падают туда, куда их направляют. Естественно, это может задеть и пострадать граждане, мирные граждане. И в этой ситуации могут быть какие-то реальные события, направленные на попытку смены режима. И поэтому мне кажется, что существующий режим сегодня постарается все-таки минимально ответив на этот удар, который нанесли Соединенные Штаты Америки, не озлобляя Соединенные Штаты, при этом еще сохраняя как бы свое лицо, они будут добиваться достижения дипломатических, будут добиваться, пытаться перевести ситуацию в дипломатию. И в этом случае, мне кажется, вот эта последняя будет встреча министра иностранных дел с Путиным. Мы посмотрим, как ситуация закончится и чем закончится вот эта поездка. Ахмед Халидович, вот просто в данный момент, когда мы пишем с вами это интервью, появилось сообщение о том, что Иран атаковал военную базу США в Сирии. Что тогда это означает? Это эскалация тогда? К чему приведет? Ну, в любом случае, это было ожидаемо. Мы это на самом деле ожидали. Вот мы, ну, насколько серьезный урон нанесен военной базе, вот это надо будет нам ждать комментарии Соединенных Штатов Америки и непосредственно Пентагона. И вот исходя из этого, из реакции, из последствий этого удара и реакции Соединенных Штатов Америки мы можем уже прогнозировать дальнейшее, как будут развиваться события на Ближнем Востоке. Это может быть как раз таки и на этом и закончится. Да, просто ранее и в Трампа, и в принципе в Соединенных Штатах Америки как бы предупреждали, да, и о таких атаках, что если они как бы произойдут, то последуют как бы более серьезные тогда действия Соединенных Штатов Америки. Ну, говорить и делать это разные вещи. Мы знаем, что мы привыкли к тому, что Трамп все эти 3, 4, 5 месяцев, когда он находится у власти, он много какие заявлений сделал. Но самое главное, он все время
доказывал своим избирателям и убеждал избирателей, что он президент мира. И он в первую очередь сегодня на самом деле не заинтересован в эскалации и большой войне на Ближнем Востоке. Вот те соглашения, которые он заключал на Ближнем Востоке и с Саудовской Аравией, и с другими восточными странами, и те инвестиции, которые были обговорены, они потеряют смысл, если на Ближнем Востоке развяжется крупная война. Рапорта о том, что как и здорово он провел переговоры на Ближнем Востоке и сделал так, что Ближний Восток снова будет великим, и Соединенные Штаты Америки будут счастливы от этого. Вот это все может уйти на второй, третий план, и непосредственно Соединенные Штаты Америки и его избиратели будут обвинять Трампа в том, что он развязал большую войну на Ближнем Востоке. Поэтому я не думаю, что не вижу вот такой сценарий на данном этапе. Но все будет зависеть от того, вот какой урон нанесли удары Ирана по военной базе в Сирии. Ахмед Халидович, как вы считаете, Российская Федерация будет помогать именно вооружением Ирану, средствами противозащитной обороны? Нет, конечно, у них просто у них таких возможностей нет. Мы наблюдали все эти годы, Иран помогал России вооружением для того, чтобы вести войну. Вот этого на самом деле они сегодня, я думаю, что Иран прекратит вот эти поставки, которые шли в Россию на продолжение, на поддержку России в войне против Украины. Мы видим, что Трамп решительно действовал, да, относительно ситуации в Иране. А по вашему мнению, почему тогда он не может так действовать и в отношении Путина, и в отношении российско-украинской войны? Ну, это вопрос, который задают уже очень многие, и никто не может найти, никто не находит ответа на это. Я не знаю, на самом деле, я не знаю, что происходит в голове. Я не хочу поддаваться вот в эту конспирологию, да, что он агент Путина, что он завербован, что у России есть какой-то очень серьезный компромат на Трампа, и поэтому он как бы воздерживается. Но если бы, вот выражаясь словами самих американцев, если бы наш президент был бы предателем или агентом, вот Трамп, он агент или предатель, это неизвестно. Но если бы он был бы таковым, он должен был бы вести себя именно так, как ведет сегодня Трамп по отношению к Путину. Все, что сегодня Трамп делает вот с первого дня появления себя в Белом доме, он поддерживает Путина, он политически во всех отношениях создает имидж, что это человек, с которым можно иметь дело, с которым нужно иметь дело. И он все время вот эти свои дедлайн откладывает на 2 недели, на 3 недели, и пытаясь склонить Путина к какому-то разумному разрешению, чего он не сможет добиться. Дело в том, что если быть до конца объективными, сегодня в мире сложилась такая ситуация. Есть 2 человека, против которых возбуждено уголовное дело. Это Нетаньяху, премьер-министр Израиля, против которого выдан ордер на арест и на задержание. И это Путин, против которого выдан ордер. Вот я абсолютно уверен в том, что до тех пор, пока эти 2 субъекта, эти 2 политических деятеля или военных преступников, подозреваемых уголовным судом, и пока они находятся у власти, мира и стабильности не будет и на Ближнем Востоке, и на европейском континенте. Ситуация на Ближнем Востоке все дальше и глубже будет эскалировать Нетаньяху, а войну и ситуацию в Европе будет эскалировать Путин. И поэтому до тех пор, пока не будут решены вот эти вопросы, и решение этих вопросов лежат в плоскости не в международных делах, а в самом Израиле, который имеет абсолютно обоснованные претензии по отношению к Нетаньяху. И точно так же, да, сегодня это подавлено в России, но в России начинается понимание того, что к чему может Путин привести. Есть очень четкое понимание в российском обществе, что Российская империя в сегодняшнем виде, она существует до тех пор, пока есть Путин. А Путин будет существовать до тех пор, пока будет продолжаться война в Украине.
Вот поэтому все, что связано с вопросом в Ближнем Востоке и на европейском континенте, это связано именно с позицией вот этих двух людей, для которых война просто жизненно важный фактор. Как только останавливается война в Израиле, я уверен в том, что Нетаньяху будет привлечен к ответу. Как только заканчивается война в Украине, Путин будет привлечен к ответу. И поэтому, что бы кто ни говорил и какой бы анализ ни делали в этой ситуации, до тех пор, пока сохраняется вот эта ситуация, все будет продолжаться. И Трамп, к большому сожалению, ничего не может сделать, потому что он себя дал втянуть в войну и против Ирана на Ближнем Востоке, и дал себя втянуть в войну и против Украины на стороне России. Все, что сегодня Трамп делает, это он занимает сторону Путина. Если даже он реально не помогает Путину деньгами, оружием и прочее, но политически во всех отношениях он, звоня ему или принимая его звонки каждую неделю или неделю раз, он поддерживает его, тем самым поддерживает мобилизацию самой России, что вот война, вот Путин выиграет, вот Путин победит. И вот эта инерция будет продолжаться до тех пор, пока Трамп будет звонить Путину или принимать его звонки и разговаривать с ним. И в этом отношении я считаю, что сегодня Трамп занимает сторону Путина. Владимир Зеленский говорит, что он общался с Кириллом Будановым, тот ему доложил, что есть информация, что РФ готовит военные операции на территории Европы, именно военные операции. Как вы считаете, на что способна РФ здесь, если ресурсы, силы и какого рода, о чем идет тогда может идти речь? Нет, дело в том, что вот сегодня, давайте будем быть объективны, вот избалованная Европа, которая с периода Второй мировой войны вообще не знала, она живет на благо и социально очень обустроены, они даже не представляют себе, что им когда-либо придется или пришлось бы обороняться, и что начнется какая-то война. Они всецело положились на Соединенные Штаты Америки, военные базы, военная промышленность, новые технологии, все. Вот и представьте себе сегодняшнюю ситуацию. Не нужно проводить какие-то долгосрочные войсковые операции. Вот как только вот освободившиеся военные бригады, которые сегодня прошли через кровь насилия в Украине, через мародерство, когда они таскали унитазы с квартир или с домов, украинских домов. Представьте, если эта армада на какой-то период Путин позволит им войти на территорию Европейского Союза, любую страну. Вот первые 3, 4, 5 дней, которые они будут находиться там, они могут себе позволить все, что угодно. И они это могут сделать. И поэтому в этом отношении я не исключаю, что вот такие вылазки, набеги со стороны вот этой армады, которая сегодня прошла через кровь и насилие в Украине, что вот это возможно, вот это реально. И поэтому я абсолютно склонен доверять Буданову, когда он говорит о том, что Россия готовит какие-то провокации военного плана на территориях Европы и Европейского Союза. Это вполне реально и вполне допустимо. Дмитрий Халидович, а в принципе, когда мы говорим относительно дальнейшего развития российско-украинской войны, переговорного процесса, в принципе, после 20-х чисел июня должна была состояться встреча между РФ и Украиной. Владимир Зеленский говорит, что Путин будет затягивать весь этот процесс. Параллельно мы видим атаки на мирные украинские города, в частности, на город Киев. Погибли люди, очень много пострадавших людей, очень много разрушенной инфраструктуры. Как вы считаете, вот... А что снова-таки Трамп? Потому что как бы Украина сделала уже все, что от нее просили и требовали, да? Вот, а дальше что тогда? Есть ли какой-то... как развязать этот клубок, скажем так? И займется ли этим Трамп? Мне сложно сказать, займется ли Трамп этим или нет, но в преддверии предстоящих вот таких промежуточных выборов в 2026 году Трамп не может оставаться вот именно сохранять вот ту позицию по отношению к Украине и к войне в Украине. Он не может это делать ввиду того, что его партия, республиканцы, они могут потерять очень многое на вот этих промежуточных выборах. И в связи с этим возможно изменение Трампа по отношению к этой ситуации в Украине. Но самой Украине, я уверен в том, что только
военная победа над Россией, она, возможно, изменит ситуацию и обеспечит гарантии безопасности в будущем и для Украины, и для украинского народа, и для украинского государства. Мы знаем, что война, которую Путин развязал, она не против украинского народа, это против украинского государства. Путин не может допустить, чтобы у украинцев было свое государство. Путину украинский народ нужен как расходный материал для использования своей мощи империи, Российской империи. Как этнос он допускает, что украинцы это братский народ. Но чтобы этот братский народ имел свое независимое государство со своей ориентированной политикой, евроинтеграцию или отдельную от Москвы политику, этого он не допускает. И поэтому война будет продолжаться сегодня до тех пор, пока существует одно из этих государств. Или Россия, или Украина. Я имею в виду Россия и Украина вот в тех границах, в которых начиналась вот эта война. Или Украина должна перестать быть тем государством, которое оно являлось до 22 или до 14 года. Или Россия должна перестать быть империей, потеряв какие-то территории из-за агрессии войны, из-за агрессивной войны в Украине. И для этого у нас есть все шансы. Вот все карты, о которых все время Трамп говорил президенту Зеленскому, у вас нет карт, у вас нет карт. У Украины эти карты есть. И решение этого вопроса находится в политической плоскости. Если сегодня Украина реально задастся с целью, чтобы Россия перестала быть империей, они могут воспользоваться этими картами и сделать так, чтобы Россия действительно понесла и военное поражение, и геополитическое, лишившись определенных территорий на Кавказе. Вот это реальность. И это те карты, которые Украина или союзники Украины, Украина сама это не может сделать, но она может это делать вместе со своими союзниками, для которых Россия представляет абсолютно такую же угрозу, как и для Украины. И поэтому инициатива использования вот этих инструментов против России и против Российской империи, инициатива должна принадлежать Украине, а союзники должны поддержать. И Украина должна убедить своих союзников, что именно только в этом контексте можно рассматривать ситуацию войны, мирного разрешения российско-украинского конфликта. Именно в контексте, когда Россия будет призвана к ответу за военные преступления и за все, что она сделала. Ахмед Калидович, я так понимаю, что вы говорите о распаде Российской Федерации, говорите о том, что это все может начаться с Кавказа, и о том, что Украина должна, да, как бы, ну, быть, я так понимаю, рупором, да, или абсолютно вести это движение. Давайте не будем говорить, не будем пугать ни европейцев, ни американцев, вообще никого. Мы говорим не о распаде России, мы говорим о трансформации России в какое-то другое государственное образование. Но при этой трансформации, как в свое время при трансформации СССР в СНГ, Россия лишилась определенных территорий, вот точно так же при этой трансформации Россия должна лишиться определенных территорий, которые сегодня она насильно удерживает в своем составе. Вот после этого Россия перестанет быть империей. И после этого уже с Россией можно будет вести нормальный диалог, и эта страна может развиваться в соответствии с существующими принципами и нормами международного права. Вы говорите о том, что нужно политическое решение, а следом за политическим решением должно же быть и военное тогда получается решение, или как? Не всегда. Не всегда. Мы же были свидетелями того, что было принято политическое решение, и балтийские страны стали свободными, независимыми, и никакой войны не было. И все это было принято в контексте существующих принципов и норм международного права, на основе того, что эти страны до 40-х годов являлись независимыми суверенными государствами. Этот факт признавал весь мир. И в данном случае, вот ключ, когда мы говорим к развязке в этой ситуации, находится в Чечне. 57 стран европейских члены ОБСЕ признали право чеченского народа на самоопределение и на свою государственность. Это произошло не так давно, в 1997 году. И этот факт,
никто еще не отменял. И поэтому сегодня вернуться к этому формату, это и есть заложить начало трансформации России и Российской империи в какое-то другое, свободное, независимое и абсолютно безопасное для Европы страну и в государство. Я уверен в том, что другого выхода у европейцев и у Украины просто нет, если они хотят сохранить Украину в тех границах, в которых она существовала. Если же они хотят добиться мира любым путем, уступив несколько областей, краев Украины, и тем самым отблагодарив Путина за агрессивную войну, вот в этом случае вот есть два варианта. Или этот случай, о котором я говорю, или случай, когда мы говорим о трансформации России, и она лишается статуса империи, последней империи в мире. Вот два варианта. И этот выбор сегодня находится на столе у Украины и ее союзников. Другого конца, другого решения этот конфликт не имеет.